Привет, дорогие! Иисус Христос ясно сказал, кто возненавидит свою жизнь, будет иметь жизнь. Кто не будет возненавидеть свою жизнь, я моими словами скажу, он не имеет жизнь. Ясно сказал, хоть рви свои волосы, я знаю, хоть там рви свой голос, горло рви. Это так. Аминь. А кто-то думает, что может ты спастись и все. Иисус, мы любим тебя жить. Такого нету. Жизнь надо заслужить. Аминь. Эти люди, верующие, братья, якобы сестры, которые мне думают, что, знаете, я у многих спрашиваю, говорю, где будет эта жизнь? Знаешь, они не знают Бога. Я в шоке был. Так мало людей, которые знают Бога. Они говорят, плоские верующие, на земле, рай будет на земле. Библия говорит на земле. Не написано, что на этой земле. Земля, знаешь, что почему написано? Земля в смысле почва, где люди будут обитать. Земля не то, что... Так если взять свидетелей Иеговы, тоже проповедует, рай будет на земле. Если рай будет на земле, тогда вы останетесь на земле. После вашей смерти Иисус тебя не воскресит. После вашей смерти вы останетесь на этой земле. Знаете, для них что такое небо? Что значит небо? Небо, небеса, небеса, небеса. Небеса, небеса, небеса. Небеса, пример, воздух, небеса, небеса, небеса. Плотские верующие. Сокровища где ты собираешь? Небеса, небеса, небеса. Вот, воздух, небеса, небеса. Дорогие мои, мне их очень жаль. Пастор, целые деноминации, служения, целые организации живут, проповедуют, пастора, дорогие, не знают Бога. Представляете? Не знают они Бога. Пастор не знает Бога. Вы представляете, дорогие мои, если пастор не знает Бога, кормить людей не может. Пастор какой-то ерунду говорит, а все пишет, все пишут. А что ты пишешь? Что ты пишешь? Если не любишь Иисуса, что ты пишешь? Он про Иисуса говорит. Знаете, что эти верующие мертвые секты, извини, что секты говорю, другое слово не нахожу, это они вспоминают об Иисусе, они про Иисуса говорят, про Иисуса, я говорю про Иисуса, не Иисуса, но про Иисуса, понимаешь? Не Иисус, не с Иисусом они собираются, но про Иисуса они говорят, поэтому нет Бога среди них. Ты заходишь спать, хочешь дрыхнуть, хочешь чтобы сбежать оттуда. Дорогие мои, тему я хочу назвать, тема называется, я напишу, да, как называется тема. Я тебе сейчас хочу дать понять, многие заблуждения есть насчет этой темы, да, поэтому многие люди плачут, страдают. Одна сестра, якобы, мне по скайпу говорит, где справедливость? Где справедливость? Всех... Она украинка, на Украине живет. Всех застрелили, убивали. Меня спрашивает она, оружие надо брать, за врагами идти воевать? Я говорю, нет, мечом пойдешь, мечом умрешь. Она говорит, несправедливо, поэтому всех застрелили, убивали, я их похоронила. Своих братьев и сестер. Я говорю, мечом пойдешь, возьмешь меч, мечом погибнешь. Знаете, почему эти люди говорят, несправедливость страдает до сих пор, непонятка у них в голове. Стрелять или не стрелять? Защищать землю свою или не защищать? Понимаешь? Защищать свою республику и от врагов или не защищать? Знаешь почему? Я вот здесь, чтобы объяснить тебе. Начинается тема. Послушай внимательно. Эти люди из фундамента неправильно засунули сюда информацию об Иисусе Христе, о Царстве Бога. Они, смотрите, дорогие мои, они не могут понять, что нам надо собирать сокровища на небесах. Мы не из этого мира. Они, знаете, почему они страдают? Поэтому они любят этот мир. Понимаете? Они хотят тут жить,
Дорогие мои, тут жить и хотят на небо жить. Поэтому что-то происходит тут, они жалуются на Бога. Почему? Несправедливость. Почему? Я так объясню. Оружие можно брать, когда воюешь. Нет. Почему? Потому что ты не из этого мира. Оружие берешь, чтобы свою родину спасать. А где твоя родина находится? На земле. Мне тебе очень жаль. Очень жаль, мне тебе очень жаль. На земле твоя, да, республика? Твой мир где? На земле или на небесах? Ты определись. Тут такого нету, что чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Такого нету. Иисус ясно говорил, вы не из этого мира. Где твой дом? Где твоя земля? Где твой дом? Где ты принадлежишь? Кому ты принадлежишь? Знаете, что эти люди не знают Бога? Он примерно, то, что только что я объяснил, объяснил, что их небеса, они не знают Бога. Насколько врут, знаете, когда можно не знать Бога? Тогда можно не знать Бога. Тогда ты будешь врать. Я повторяю. Богу знать, слышать голос Бога легко. Ребенок может. Только не ври. У многих я спрашиваю и говорю, рай где будет? Где будет жизнь? На земле. А почему? А кто тебе сказал? Ложь. Внутри. Внутри хочет, так хочет. Будьте как дети. Иисус ясно говорит всем. На небесах, жизнь на небесах. Целые пастора, целые деноминации не знают Бога. Я в шоке, дорогие мои. Насколько плоть. Почему я сам не могу питаться их духом? Потому что они не имеют дух Бога. Они чисто плотью, по плоти живут. Иисус любит, Иисус, по плотью. Плотские люди завладели весь планета. Я в шоке, поэтому я хочу вознеситься отсюда, Иисус. Я в шоке. Дорогие мои, вы знаете, что я эту девушку, эту украинку, я говорю, их группа была. Я говорю, знаете, что наше тело принадлежит дьяволу? Они, о, нет, я вышел оттуда. Нафиг надо с вами общаться. Вы плотские, у вас ума нет, у вас ни фантазия, ни ума, ничего не работает у вас. Вы то ли тут живете, то ли там живете, поэтому вы заблудились, слышишь меня? Я объясняю, наше тело принадлежит дьяволу. Любое время дьявол придет, тебя убьет. Тюрьму посадит. А отданы, мы отданы. Знаешь, почему мы отданы Люциферу? Потому что вкусили этот плоть. Гнев Бога слился с неба. Поэтому мы умираем. Мы страдаем. Наши зубы сыпаются. Мы болеем. Потому что, дорогие мои, мы вкусили этот плоть. И в конце концов мы умираем. Сатана, знаете, сказано, сатана пророков убивал. Что хотел делать просто? Вешал, сжигал. Дорогие мои, что хотел делать? Поэтому наши тела до смерти принадлежит дьяволу. А я им спрашиваю, кто князь этого мира? Бог, Бог. Князь этого мира, ясно написано, сатана. Все это владеет сатана. Мы отданы дьяволу. Наша душа принадлежит Богу, но мы отданы дьяволу. Да, Господь, все держители, это Бог, понятно, Бог допускает, но Бог отдал. Сатана имеет, не говорю, что полностью власть имеет, но это его царство. Он что хочет, делает. Свети, он сразу убьет тебя. Пророков убил, Иисуса Христа убил, всех убил, кто носил Дух Бога. О чем вы говорите? Это царство сатаны, о чем вы говорите? Не делая воли Бога. Человек рождается в мир, дорогие мои. Сатана уже в списке своем пишет имя, отчество. Свидетели Рождество дают. Это сатана делает все. Бог такого учил? Нет, это мир. Дух мира так создавал мир, чтобы контролировать вас. Плотских христиан контролировать. Вы не отсоединены от мира, поэтому вы страдаете. Вы страдаете. Понимаете? Мне вас очень жаль. Вы не понимаете, что ребенок рождается, свидетель Рождество дает. Ребенок рождается и вырастает. Школа идет.
Все планировано, создано сатаной, чтобы вы жили в духе мира, мучились. И потом в 18-19 лет твоего сына, который ты вырастал, забирать в армию, чтобы умирать. Ты можешь не отдать своего сына в армию? Он в тюрьму посадит тебя, твоего сына. А ты в своем страхе вас держит. Жаль вам, жаль вас. Мне очень жаль вас. Поэтому, если ты живешь в мире, поймите, о чем говорю. Если человек живет в сатанинском мире, сатана все планировал для тебя, чтобы уничтожать. Поэтому, христиане, вы страдаете. Мне вас очень жаль, потому что вы из этого мира. Я отвечаю то, что за мои слова я отвечаю. Если бы вы были из неба, как Библия говорит, вы бы не жаловались. Поэтому ясно говорит Библия, кто свою душу отдать за Царство Бога, жить будет, то нет, жить не будет. А поэтому вы думаете, что можно... Знаете почему? Я повторяю третий раз. Люди жалуются, если что-то происходит тут. Потому что они из этого мира. Дорогие мои, Библия, Дух Святой ясно говорит, мы не из этого мира. Наши тела принадлежат дьяволу. Дьявол сейчас придет, тебя в тюрьму посадит. У тебя шанс будет что-то делать. Отвечай мне. Налоги ставишь, чтобы налоги платила. У тебя есть шанс что-то делать? Нет! Сатана, мир придет, закон установит, твой дом заберет. У тебя есть шанс что-то делать? Нет! Закрывай рот и вообще не знаешь, о чем ты говоришь вообще. Принадлежим мы Богу, ты не принадлежишь Богу. Ты принадлежишь Богу, но твое тело принадлежит дьяволу. Дьявол что хочет делать? Твоего, я повторяю, твой сын вырастает, твой любимый сын, 18 лет его. И сатана забирает армию, пишет оружие, чтобы твой сын оружие взял, убил людей. Своим маленьким мозгом, чтобы твой сын защищал родину. А где твоя родина? Позорище. Поэтому вы, какие у меня братья и сестры? Мои братья и сестры, те, которые отсоединены от этого демонического мира. Поэтому вы страдаете, плачете, все плохо. Поэтому вы живете в измерении сатаны. Поэтому мне вас очень жаль. Как сатана не контролирует нас. Сатана в данный момент тебя и меня контролирует. У сатаны есть список в правительстве, в городе, где ты живешь. И паспорт есть у них. Если сейчас армия будет, тебе и меня заберут. Чтобы мы убивали. Если мы не убьем, он посадит нас. Сатана через паспорт контролирует тебя и меня. Слышишь меня? Ты без паспорта. Скажи, пожалуйста, только не ври. Будем мы как дети. Сатана, если у тебя паспорт не будет, сатана что будет делать? Сатана даже не покормит. Ты не можешь дом купить. Ты должен туда-сюда бегать, чтобы документы собирать. Это царство сатаны. Скажи, пожалуйста, у тебя если денег не будет, ты можешь идти воду попить даже? Да тебе воду не даст даже, слышишь меня, сатана. Чтобы ты сдох на место, на улице упал. Сразу ты станешь, за несколько дней ты становишься бомжом, реально. И ты говоришь, только не из этого мира Бог. И ты говоришь, только не из этого мира Бог. Очнитесь. Плотские христиане, вы надоедали просто мне. Наверное, Богу больше, чем мне. По плоти угодить Богу нельзя. Вы должны отличаться от мира. Знаете, кто отличен от мира? От яговисты отличились от мира. Они не служат, они вообще ничего общего не имеют из мира. Да, они ложно проповедуют, они не христиане, но они отсоединены. Понимаешь? Я один раз, когда я вижу, говорю, вместе сейчас зайдем в секту христианскую, якобы христианская секта, и обличим, почему вот эти люди делают волю Бога, а вы не делаете. Понял? Поэтому не то, что ты говоришь, Иисус, зайдешь в Царство Бога. Это в пургу кто внес свою голову? А?
Я вам говорю, я не шучу. Многие христиане живут в князе этого мира. Поэтому они страдают, мучаются. Тебе надо приобрести Богу жизнь на небеса. А как делать? Выходи из этого мира. Я только что заметил, этот мир принадлежит дьяволу. Он что хочет делать? И владеет твое тело. Это не то, что ты должна бояться. Знаешь, почему ты боишься? Сказать, почему ты боишься? Потому что ты из этого мира. Потому что, дорогие мои, общаясь с людьми, мы становимся как мирские. Дух мира силен. Мы должны это все понимать. И сразу бегать в Царство Бога. На небесах жить. А наше тело тут находится. Библия говорит, разве ты не читал, что Библия говорит, что мы с Иисусом посажены на небеса? Да при чем здесь земля, дорогие мои? При чем здесь тело наше? При чем здесь это тут? При чем здесь это? Не хочешь? Тогда будешь страдать. Это тяжело, Го. Тогда будешь страдать ты тут. Плотские люди.